Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вашего мужчину и узнаем, любит ли он вас и что планирует на будущее. Вот в принципе его планы на будущее, плюс его планы на будущее вместе с вами. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, назовите его по имени, задайте ему свои вопросы. Любишь ли ты меня? Что ты думаешь? Что ты планируешь? Я думаю, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ждешь силы, водными руками. Так, интересно. Ну мужчина явно любит. Он, смотрите, вышел здесь с чашей. Может быть, не всегда говорит, может быть, проявляется крайне скромно, да, то есть у вас вопросы, любишь или нет. Хотя, я думаю, вы загадали того, в ком вы уверены. То есть даже если он особо не проявляет свою любовь, но вы знаете, что он вас любит, и все у вас замечательно. Ну, по крайней мере, я это вижу, и я считываю эту информацию из потока. Мужчина вышел серьезный, ответственный, действительно любящий, может быть, не совсем романтичный, но тем не менее. Он знает, чего он хочет. У него есть действительно конкретные и четкие планы на будущее. И он, поверьте, он пойдет, он дойдет, и он все это осуществит. Смотрите, мои хорошие девочки. По поводу его любви. Какая она его любовь? Ну, его любовь достаточно жаркая, эмоциональная. Но есть какой-то блок в нем, да? То есть он все держит внутри. То ли стесняется своих эмоций, то ли такое воспитание у него. Ему очень тяжело даются слова любви. Ну, вот прям как-то через силу он себя давит. Он долго готовится, может быть, даже перед зеркалом тренируется. И в ответственный момент, ну так, знаете, вот прям с усилием он говорит о своих чувствах. Вот его цель на сегодняшний день, его цель, мечта – это вас сделать счастливой. Чтобы вы улыбались, чтобы у вас не было проблем, каких-то забот, переживаний. Вот прям с ваших хрупких плечиков все тревоги, тягости он хотел бы забрать, все порешать и вас вот прям, я не знаю, на подушке вот так носить, чтобы вы даже ножками не ходили, ножки свои не сбивали. Он вами, конечно, тут живет, понимаете, живет и дышит. Вы для него, просто, вот она, совершенство. Совершенство. Если вы не в паре, не в браке, однозначно семья, дети, внуки. И так, чтобы прямо, не знаю, то ли о доме своем он мечтает, то ли о даче своей мечтает. Вот какая-то идеалистическая картинка там, где прекрасный теплый домик, светлый, небольшой и не маленький, что прям очень много света. Вот ему что-то света хочется, чтобы уютненько, чтобы садик какой-то был, либо палисадничек, может быть, там цветочки, либо там деревья какие-то фруктовые, да. И вот вы вдвоем, не знаю, вот сидите там чаевничаете, допустим, да, что-то обсуждаете. Вот такие, девочки, у него представления. Если вы уже в паре, в браке, то то же самое, понимаете, мужчина хотел бы какое-то совместное, это даже не имущество, да, скорее всего, какой-то домик он хотел. Что-то домик идет. Домик такой, что прям обязательно с садиком. Вот так, что прям вы и там спокойная жизнь. Вдвоем, там, втроем, сколько у вас там деток есть, либо будет. Вот, этого ему хочется. Может быть, это ваша мечта, и он ею проникся. Теперь он об этом тоже думает и мечтает. То есть, в принципе, тут все классно. Вот с вами на одном дыхании, рука об руку, и так, чтобы
долгие-долгие годы, да, вот идти по этому миру, по этому земному шарику и в удовольствие, понимаете, в удовольствие, чтобы с улыбками, чтобы не было никаких проблем, чтобы все были здоровье, чтобы все были сыты, довольны и обеспечены. Очень хорошие у него планы вот, на вас и на ваше совместное будущее. Если говорить в целом о его планах, то у многих из девочек отыграется, что мужчина хотел бы куда-то уехать, либо переехать. Как будто бы мужчина не видит своего будущего, либо развития в том месте, где он сейчас находится. Вот либо тяжело, либо какие-то сложные обстоятельства, либо, ну вот как, да, может быть, он что-то знает. Может быть, он давно планировал там уехать, переехать, либо там иммиграцию осуществить. И он будет к этому идти. Знаете, вот есть люди, которые необдуманно это делают, да, ну типа не могу устроиться дома на работу, но вот если я куда-нибудь там перееду, да, в какую-нибудь страну там далекую, то там у меня все получится, да, и люди, например, едут, разочаровываются, и потом назад возвращаются, то этот человек, он конкретно знает, вот, что ему надо, он все продумал, он все просчитал, либо думает, просчитывает, то есть это не будет опрометчивое решение, либо какой-то вот прям взбалмошный поступок, нет, он будет готовиться, очень тщательно готовиться. И поверьте, если у мужчины есть эти мысли, он их обязательно осуществит. Еще у мужчины какая-то вот, ну не знаю, мечта, желание. Ему почему-то хочется что-то делать, либо организовать. Да, вот, не знаю, сейчас я скажу, только не падайте в обморок. Либо ему хочется ребенка с вами, да, может быть, у вас уже есть дети, вот он хотел бы еще одного ребенка, да, чтобы вот прям тратить время на воспитание, на то, чтобы видеть, как мой ребенок растет, там, заботиться. Не так вот, как я там в работах, в делах, вечной какой-то гонки за выживание, а вот чтобы насладиться вот именно отцовством. У других девочек отыграется, что это не ребенок, вот как дитя, да, а как бизнес, либо работа своя, личная. Вот говорит, вот я сейчас что-то начну, и я буду растить свою работу, да, либо свой бизнес как ребенка. Вот. Очень серьезно, кстати, мужчина. Очень серьезный. И взгляды такие серьезные, отношения серьезные. Мужчина, кстати, набил себе много шишек в прошлом. И я так скажу, все эти шишки, они были, ну, крайне полезны. Он извлекал всегда какие-то вот прям уроки, наставления. Теперь этого мужчину так просто не возьмешь, голыми руками не возьмешь. Очень, кстати, он смекалистый. Он научился верить себе, своей интуиции. Он научился не бояться поражений, он научился бороться за себя, ну и за будущее там, своей семьи, допустим, да, то есть, ну, такой вот он набрался энергетики, стал крепче, и вот смотрите, как четко стоит на ногах. Я так скажу, девочки, у мужчины очень хорошее будущее. Вот в плане работы, в плане вот собственного дела, либо какого-то мастерства, ему быть великим. Великим — это значит высокую позицию занимать, либо действительно его бизнес, он прям какой-то такой мега станет. Вот, очень много он сделает, добьется. Что касается вас, вот если вы вместе с этим мужчиной, но он действительно вас будет оберегать, защищать от, ну прям от всего и вся, скажем так, да. По крайней мере, вы не будете знать каких-то бытовых проблем. Вы всегда будете на него рассчитывать, вы будете знать, что он всегда там и заступится, и вступится. И вот прям кровь из носа для вас делает. Вот что не попрошу, он будет делать. Если не может делать, то он объяснит, да, либо скажет, давай, сегодня не получается, сделаем завтра. Но вы будете в нем уверены. Тут, ну, как за каменной стеной получается такое. Вот будущее, вот оно ваше совместное. Смотрите, мужчина так высоко залезет, вот прям высоко-высоко будет сидеть. А вы, моя хорошая девочка, вы будете, ну как, в доме, наверное, да, дом в защите. И этот мужчина, он будет постоянно стараться, то есть созидать, приносить, добывать вот именно для вас. Чтобы вы, ну как бедненькая моя, да, там лишний раз не перетрудились и прочее. Кстати, очень хорошая отсыпка. Я даже не знаю, что добавить. Мне очень нравится то, что я вижу. И, девчонки, с таким мужчиной не пропадешь.
очень не пропадешь. Единственное, что я хочу вас предупредить, что такие мужчины, они как лакомый кусочек для всяких там прошмандовок, да. Вот у вас вышло, видите, с хвостом. С хвостом такая женщина, которая может, ну, скажем так, потревожить ваш покой, то есть она может добиваться этого мужчины. Он так к ней спиной сидит, но тем не менее, как бы приятного мало. Здесь, ну, либо вы должны ему прям стопроцентно доверять, либо вы должны постоянно контролировать, кто там у него под ногами крутится. И в обход вашего этого мужчины идти, например, там хвоста накрутить вот такой женщине. Четко ей рассказать, кто и что. Потому что будут посягательства. Ну, конечно, представьте, да, тортик такой. Все и сразу, да, и красивый, и умный, и богатый. Конечно, будут лезть, конечно. И здесь, конечно, это вам нужно будет за этим следить и отгонять вот этих вот баб, которые будут на него пытаться прыгать, там, липнуть. Хотя он нет, он не склонен к измене, он такой однолюб, плюс еще очень такой, знаете, порядочный и преданный человек. Но все мы понимаем, да, что есть такие женщины, которых ничего не останавливает. Но если ревность пойдет, то пойди остановись, да. Кучу потраченных нервов, переживаний, и даже скандалы могут быть на этой почве. Поэтому имейте в виду, мужчина мне ваш нравится, мне нравятся его отношения, его чувства, его планы мне нравятся. И очень мне нравится, что он добьется всего, о чем мечтает, чего хочет. И вы рядом, и бизнес есть, и вот все, что хотел, все реализовал. Здесь у меня именно отсыпка для людей, которым суждено быть вместе, быть счастливыми. Вы очень много оба работаете, вы молодцы, вы друг друга будете поддерживать и действительно всего-всего добьетесь. Очень классно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.